изголовье погорюю, и снова поперек через Русь билет на север свой беру я. Вдруг мысль придет в вагоне мне, что посчастливилась работа, и родина в одной стране, иначе б выпала забота, чтобы на могилы посмотреть, круг бюрократов невозможно и пройти, а вслед преодолеть еще границы и таможни. Прости, отчизна сына, что чуть позже в войну родился и в песке играл, когда в атаке, рухнувший на пожню, мой старший брат от раны умирал. Прости, что кровью старших был оплачен победы нашей тот священный день, что мать не кстати отвлекал я плачем от строя тыловых очередей, и что войной приучен к прозаизмам в стихах к тебе я прежде не взывал, что в них я незаметным героизмом свой часто тяжкий труд не называл, хотя в отличие от иных поэтов не укрывался в шумных городах, сплавляя лес и делая газету, не раз тонул и замерзал во льдах, и если по стопам отца и брата, спасая ближних, сгинув в попыхах, ты словно неизвестного солдата в могиле братской помести мой прах. Высокая костистая старуха, как будто проглотившая аршин, она не потеряла бодрость духа, хоть лет ей 90 с небольшим, это когда-то еще было в том веке. Обычаи вот только изменились, надев полумонашеский убор, вымаливайте дальше Божью милость, спешит она к завутрене в собор, а на расспросы, отвечая, скажет, когда идет, не торопясь домой, Чапаева, конечно, знала, как же, я у него служила ездовой, да только как пошли мы с ним к Уралу, тут словно Бог сподобил одного. Здоровая, да то ли лошадь пала, вернулась я с дороги, и жива, а сам он, да и многие погибли. Старуха дальше застучит клюкой, под отзвуки в ушах церковных гимнов шепча: «Василия Боже, упокой». Священна ныне ей иная вера, но даже и священный тесен мир, путь в церковь по Чапаевскому скверу, где встал ее скульптурный командир. Да, у нас тоже храм улица Ленина идет. Большому собору. Самой судьбою так заведено, что в городе любом селении, в соседстве или почти отведено для мертвых и живых два поколения. Вот и в родимом городе моем, когда автобус улицу минует, вдруг как-то скорбно все примолкнут в нем, свой разговор прервав на полминуты, вблизи ограды грустной и прямой, за ней кресты и звезды, шпиль часовни, здесь разместил старинный город мой еще один квартал свой вечно сонный, к себе влекущий властно и меня. Иду среди могил, и то и дело знакомые встречаю имена. Здесь тоже сердцу милые пределы. Я раздвигаю никнущий тальник, как вязок ил, и как вода прохладна, и в сердце открывается тайник, воспоминания впитывавший жадно. Вот так же ноги сковывал мне ил, гнала вода холодная обратно, когда малыш похвастаться спешил умением плавать перед старшим братом. В ознобе и волненье трепеща входил я в воду, и в другое утро, когда поймал здесь первого леща и рыбаком себя помыслил мудро, те ощущения снова до конца, в который раз теперь переживаю, когда, едва похоронив отца, с себя усталость и печаль смываю. И в первый раз родимая река с водой, за много лет не разогретой, и с космами седого тальника, мне кажется, мифическую летой.
Мой дед был древний человек из 19 века, но захватил 20 век. Рубеж их был полжизни века. Кузнец в Заволжском городке, паковки делавший толково, он с лошадьми на коротке частенько ладил им подковы, не уставая спину гнуть. Не зря кошмар все деду снился, конь бьет его подковы в грудь, когда пред ним кузнец склонился. Наверно, 1000 подков ему одно судили счастье. Он крепким, чуть не 100 годков прожил и умер. Он прожил 92 года и умер, упав в церкви. Он каждый день ходил в церковь. Ну, был вообще-то старобрядцем, а потом разрешили ходить в церковь и старобрядцем, и молиться по-своему. Ну, это, правда, разрешили позже, но он, в общем, делал так и тогда, вот, где-то в 54 году. А по тебя идет и сейчас молва, что ты старообрядец, и там готовится собор старообрядцы, какие-то пожертвования. И одна женщина мне позвонила, она готова внести тебе пожертвования на этот храм для старообрядцев. Если это на самом деле, я тебе могу дать. Около Пугачева река Иргиз идет, большой Иргиз, и там 5 старообрядческих были этих... Ну, храмов. А? Ну, храмов или как? Не храмов, а... Деревень. Молельных домов. Ну, слово у меня из-за избытка этого снотворного, я забываю слова. Ну, где живут они? Их... Скиты. А? Скит. Нет. Да нет. Поселение, а как? Нет. Городище. Горком партии. Ну нет, ну вспомните, как называется вот монастырь. Монастырь. Старообрядческий монастырь. И вот уже один монастырь там восстановили, еще где-то восстанавливали в 88-89 году, когда мы ездили туда с женой и ходили, это 5 километров от Пугачева на берегу вот Иргиза, этого большого Иргиза. А сейчас уже монастыри, у них просто свой образ жизни, они свои поселения, нет, то есть это у них и есть монастырь. Туда старообрядческий глава старообрядческой церкви ездил, когда открывать этот первый монастырь. Сейчас восстанавливается второй монастырь и скоро закончится. Деньги тебе надо на это, я и скажу, что Ионов действительно старообрядец и может взять эти деньги для строительства старообрядческого храма. Нет, ну я там и так ходил туда рыбачить, и я как бы с детства охранял это место. Ты можешь деньги принять на строительство храма старообрядческого? Может. Ну, могу, конечно. Могу. За это я скажу, что он согласен. За это я вам подарю книгу, которую Нет, вам... ей книги не надо. Она старообрядка сама и хочет приобщиться к этому акту. Так, ну ладно, я читаю, не надо сейчас меня перебивать. А что коммунисты скажут? Потому что у меня голос так... У меня еще хронический бронхит и может голос. Так, в старом доме с резными окошками, в лебедою заросшем дворе, с воробьями, цыплятами, кошками я водился в ребячей игре и не знал, что такие любимые отчий дом, и вокруг лебеда. Все смотрелся я ввысь голубиную и стремился мечтою туда. Я теперь с голубиной колонией на 8-м этаже наравне, а внизу в чьей-то хате разломанной дом наш старый, все чудится мне. В те военные злые года не хватало одежды и хлеба, но на счастье детей и тогда было синее-синее небо, зеленым зеленела трава, лиловели сирени аллеи, и светило вступало в права на востоке в полнеба аллея,
Пусть ругали войну мужики и солдатки угрюмо смотрели, ну как празднично пели жуки, ну как бабочки ярко пестрели. Так спасибо, природа, что нам ты дала на себя наглядеться, голодавшим босым пацанам, не давая озлобиться с детства. Я родился в самом начале 42-го, и мне было 4 года, когда война, 4-й год, когда война кончилась. 3 поэта у белой березы прощались, 2 моложе, и 3, да, посвящается Виктору Бокову. Это мы с ним встречались около, ну, где там этот их городок-то писательский, который сейчас, по-моему, уже развалили, под Москвой там. Переделка. Да. 3 поэта.